4 года назад в нашей передаче мы показали братьев-близнецов Богдана и Артура. Им было по 9 лет. Они жили в одном из детских домов и нуждались в семье. В октябре прошлого года в рамках реализации грантовых проектов мы прилетели в Жиганск для съемок приемных семей и с огромной радостью встретились с уже выросшими мальчиками. Богдан и Артур живут и воспитываются у Гульнары Алексеевны в приемной семье Портнягиных. Братья рассказали нам о своих успехах. Тут многие медали по спорту, по спортивным занятиям. Некоторые по вольной борьбе, некоторые по волейболу, а некоторые за активное участие в разных конкурсах. Это мои медали, а тут есть медали брата. Могу показать, он вам все расскажет. Тут у меня в основном медали по северному многоборью, это якутский национальный вид спорта. В основном первые и вторые места, больше всего первых. Есть несколько медалей по вольной борьбе и по футболу. Вот. За эти 4 года братья многому научились. Көмөлөлөр тугу бартым бертим бээлери гыналтым. Быйыл уже скулаттыбыз. Төрөтүм бээлери уже оңоролдор. А так трудности были большие. Он не скрываю. У всех одних полоди. Мен бэм боллана округ депутатовын, Буленский округ. Уже 4-й год. Тоқ бар пристав бардети тураллар, оғларым тебістен ғанжабыд. А еще Богдан и Артур умеют готовить. Сегодня мы готовим рыбу в кляре. Кляр состоит из воды, муки и соли. У нас заранее есть рыба, она очищена от костей. Фишка этого приготовления, это там будем готовить рыбу в кляре, но она будет без костей. Может чисто кушать, короче. И готовят братья без помощи мамы. Берем рыбу, ложим ее на массу и ждем пока что она прожарится. Потому как быстро и ловко мальчики пожарили рыбу, было понятно, что делают они это часто. А рыбу, которую мы смогли попробовать, ряпушку, братья поймали сами. Богдан и Артур – заядлые рыбаки. Аны балык тем болбут. Балыкка барабыт детилер эмискетти. Үйдөбөтүм аны. Ол надо, бу надо ден список хурдулар дем магыңы тием мен бу надо дедим буны келдибит, таңынныбыт онна бардыбыт. Бир хайыны бу хырайым капкары болду. Кинелери кыт. Уга кирем турабыт да. Тураллар. Улук. Келен чайдабатты мен онно костюр оттым, аспорым, аттыларга хиджабыт. Мен нейле локтулу еретим. Үс оғылақпын тұқары бидді дағын балықтаға тағым. Бәм кендерге, етілерге бұрыс 4 сылы бұя хиджаб. Онтан оның мармышқа кыттар болды бұд. Бұрыс тынан чөйді хиджалар. Кытта бұд приспеға. Обязательно мир местеләлдер. Первый, второй, первый бапы, конечно, второй, третий обязательно. Он перестары нырық шикарный. Алексей Алексеевич, тренер дахпыт, он туппыт просто дядя, чой батык. Летом в основном ловим на спиннинг или на закидушку. Щук, окуней, езей там. С 19-го года ездим на рыбалку с блогером из канала «Клевая рыбалка». Мой брат зимой, короче, написал пожелание, чтобы он поехал с ним на рыбалку. И Вячеслав Бродников, создатель этого канала, подарил ему набор для рыбалки. И потом мы поехали в апреле, в конце апреля уже, на рыбалку. Там, где он словил свой первый трофей. Лёку. Сава, давай. Бросай сюда. Бросай. Ну, словил я там ленка, довольно-таки редкая рыба.
Еще одно увлечение Артура и Богдана – занятие спортом. Мы побывали в спортивной школе, увидели, как проходят тренировки у мальчиков и познакомились с их тренером и наставником Алексеем Алексеевичем Шадриным. У меня вот занимаются вот дети, да, вот Гуменюков Дон Богдан, вот, который здесь вот играет. Он у меня 4-й год занимается, участвовал в республиканских соревнованиях, занимал 5-е место в республике и чемпион района. 3 года он постоянно чемпион. Мы надеемся, что Богдан и Артур добьются больших успехов. Приобщение детей к спорту, раскрытие их всесторонних качеств бесспорно определяют их успешное становление в жизни. И только семья, забота, помощь в трудных моментах и, самое главное, любовь мамы – это то, что нужно ребенку. Артур и Богдан уважают и любят свою приемную маму Гульнару Алексеевну. Хорошая, любящая мама. Очень добрый человек. Всегда помогает в трудностях. Всегда помогает в трудностях, везде договариваться со всеми. Старается сделать нашу жизнь еще более лучше каждый раз. Ну, очень хороший человек. Мы услышали венкийскую песню в исполнении приемной семьи Портнягиных, а также увидели костюмы, сшитые Гульнарой Алексеевной. Мы завершаем наши передачи о приемных семьях Жиганского улуса и будем знакомить вас с новыми героями. Сегодня мы познакомим вас с сестрами, 11-летней Наташей и 10-летней Леной. Они очень любят петь, рисовать, танцевать. Ходят в школе танцевальный коллектив «Улыбка». Справа с меня сидит Наташа, ей 11 лет. Она девочка очень мягкая, ласковая, требовательная к себе, уравновешенная, спокойная, талантливая. И ко всему этому еще аккуратная. В разговоре она очень вежлива и тактична. Любит делать поделки. Очень хорошо шьет мягкие игрушки. Слева от меня сидит Лена, ей 10 лет. Она девочка у нас спокойная, немногословная, очень ответственная. Начатое дело доводит до конца. Любит помогать всем, всегда имеет опрятный внешний вид, за собой любит ухаживать. Участвует во многих общественных делах и в школе, и в классе, и в городе. Девочки любят делать разные поделки. Мы делали елочки из дерева, делали снеговика, украшали блестящей бумагой, наклеили цветную бумагу. Делали елочку из цветной бумаги. Елочку делали из шпагата. Клеили разные бусинки. Делали тигра из бумаги. Шарик надували, делали, потом сдували, потом покрасили и делали остальное. А еще сестры сами смастерили костюмы эльфов. Мы делали крылья из старых проволок. Мы делали уши из ткани и клеили их сперва на картон, а потом наклеили бусинки. Девочки с увлечением рисуют и шьют. Мы с девочками шили игрушки, эмоции. Вот это радость шили, злость, Отвращение, печаль, интерес, удивление. Сестры очень хорошо танцуют. Вместе с педагогом они разучивают танцы разных направлений.
Наташа, а о чем мечтаешь ты? Стать учителем. Я мечтаю стать врачом. Мы надеемся, что мечты девочек сбудутся. У Наташи и Елены есть родной брат Витя. Ему 9 лет. Витя у нас очень дружелюбный, смышленый, любознательный, но, как все мальчики, подвижный мальчик. Учится в 1 классе 22-й школы очень хорошо. В классе его учительница хвалит, потому что старается. Особенно ему нравится урок математики. Ему легко поддается решать логические задачки, отгадывать загадки. И самое главное его хорошее качество – это он очень любит ухаживать за малышами. Как и все дети, Витя любит Новый год. На Новый год я был Буратиной, мы рассказывали стихи. На реке искрится лед, снег кружится нежно. Славный праздник Новый год, потому что снежный. Дед Мороз рукой махнет, запоем мы звонко. Славный праздник Новый год, потому что громкий. А еще Витя делает разные поделки. Мы в Новый год делали поделку «Снеговик», «Зимний город». Это якутский ковер. Супергерой. Витя активный участник различных конкурсов. Мы выступали, роль показывали Пушкина. Потом ее отправляли на конкурс и заняли 2 место. Витя любит спорт и активные занятия. Он может найти интересное дело в любом месте и придумать игру, которая заинтересует ребят. Витя очень любит собирать конструкторы разных видов и заниматься песочной терапией. Подолгу и увлеченно Витя решает разные головоломки, при этом доводя дело до конца. Мы очень надеемся, что для Вити и его сестер Наташи и Елены найдется семья.